Первый госэкзамен по литературе и географии в этом году собрал в стенах 6-й Насыркордской школы 195 учащихся со всего региона. Процедура пересдачи, как и каждый год, для выпускников все та же. Как всегда, в руках паспорт и гелевая ручка, рамки металлоискателя и неподдельное волнение перед предстоящим испытанием. Его как раз и пытается побороть Анжела Катиева. Девушка сдает литературу и очень надеется на высокий балл. На самом деле я немного волнуюсь, но все-таки я в себе уверена. Я надеюсь, я заполучу хорошие баллы и в дальнейшем поступлю в хороший университет. Всего по всей стране заявки на участие в едином госэкзамене по литературе подали почти 54 тысячи человек, а по географии около 24 тысяч. Работа включает в себя 17 заданий по литературе и 34 по географии. На их решение дается около 4 часов. За процессом тщательно следят организаторы. Задания присылают в закрытых КИМах и распечатываются тут же на месте. За день до экзамена мы все руководители пункта, члены экзаменационной комиссии, члены ГЭК, значит, технические специалисты, приходим в этот пункт, обязательно все полностью готовим, просматриваем, все ли готово, камеры, видимость камер, посадка детей, все ли закрыто, опечатано. Вот эти все моменты мы все делаем, а потом уже мы рапортуем, что пункт готов. Всего для проведения государственной итоговой аттестации в этом году в республике организовано 8 пунктов проведения экзаменов, 2 из них на дому. На сдачу ЕГЭ зарегистрировано около 2500 ингушских выпускников. Несмотря на все меры, без нарушений, конечно, не обходится. Впрочем, с каждым годом это число сходит на 0, делится Юсуп Костоев. Министр приехал лично проверить экзаменационный процесс. Чаще всего это случаи, когда вместо самого школьника экзамен сдает кто-то другой. Чтобы избежать таких нарушений, в этом году в регионе внедрили на пунктах сдачи новейшую систему распознавания лиц. У нас установлены отдельные камеры при входе, то есть это чтобы не допускать подмены, потому что последние 2 года по всей стране прокатилась волна подмены участников. Вот. И поэтому у нас есть база наших учащихся, то есть их фотографий. Вот мы загружаем это в базу свою, участник заходит, и система распознает, тот ли пришел участник, настоящий ли, то есть человек пришел, или это подмена. Мы, как я уже сказал, что мы первый регион, кто в этом участвует, первый и единственный. И если в этом году в республике будет эта система внедрена успешно, с 2020 года эта система будет внедрена по всей России. А на случай, если кто-то из ребят все-таки умудрится пронести шпаргалку, во всех аудиториях расположены камеры видеонаблюдения. А то, что не зафиксирует камера, должны заметить организаторы и общественные наблюдатели. Волонтеры приехали из Кабардино-Балкарии и пробудут здесь до конца экзаменов. Наша миссия заключается в том, чтобы процесс экзамена прошел абсолютно чисто, без каких-либо нарушений, но в основном, чтобы не нарушали права учеников, чтобы все проходило честно. Я желаю всем ученикам удачи, и не только ученикам и родителям, которые за них очень сильно переживают, и чтобы они поступили туда, куда захотели. Посетил пункт сдачи Юнусбек Евкуров. Руководитель региона выразил уверенность, что республика идет по пути совершенствования системы сдачи экзаменов и образования в целом. У входа в общеобразовательное учреждение Юнусбек Евкуров пообщался с родителями учащихся, которые сдают экзамены. Кому помощь нужна? Помощь всем, наверное. Всем понемножку. Помощь, самая главная помощь сегодня, да. То, что мы делаем с помощью федерального центра. Садики строим, школы строим. Ваша задача Берешь ваш язык, Юрий, азиат фон помощь. Я школа, я и баргоин. Поддика экзамен, я пришпена, я так не бывает. Берешь керло, что здесь чаш фора детсмалая. Во все времена, когда всегда переживали. Хоча диследача. Ваш видео хоча, вы фонадуете даже сакар с хоча дерез. Сакар хоча, благодаря что дерез. Она, вы нужно поддержать. Холдовый с кадром у нас проблема. Если мы учить не будем, заставлять учиться не будем, тогда зачем мы это все строим? Мы в этом году открываем 24 садика в республике, 20 садиков в республике и 6 школ. Вы можете цанширать? Для чего мы это строим? Если мы будем на экзаменах помогать,
А помогать надо с первого класса, подготовительного класса, детского садика. Сюда шмяшу. Родительские комитеты, вы должны работать. Каждый ребенок должен освоить программу. Там, где не осваивают, надо репетировать. А мы, Шуан Ахча, мы задачу поставили в школах дополнительно, бесплатно. Там, где ребенок не может освоить, бесплатно дополнительные уроки мы делаем. Да. Попытка списать автоматически влечет за собой аннулирование работы и недопуск к другим экзаменам. Так что нарушение правил себе дороже, отлично понимает и Жан Махамаева. Сегодня также экзамен сдает ее дочь, и она вместе с другими родителями пришла поддержать ее. Я надеюсь, что она хорошие баллы получит, так как она очень старательная, она очень много читала. И, надеюсь, мои надежды она оправдает. Результаты экзамена будут известны в течение недели, а следующие испытания у ребят по математике уже 29 мая. Дана Плиева, Джамалил Тамасханов, Новости 24.